В День памяти жертв политических репрессий 30 октября в Якутске возложили цветы к памятнику Платона Аюнского. Торжественное мероприятие состоялось в Саха-академическом театре имени Аюнского. Пик политического террора советской власти пришелся на 1937-1938 годы. Политическим преследованиям подвергались представители интеллигенции, деятели наук и культуры, военные, представители религиозных конфессий. На территории Якутии в годы советской власти располагалось 105 лагерей ГУЛАГа. Больше всех меня поразил факт женских колоний. Как женщина, как мать, я была крайне тронута этим фактом, как выживали женщины, особенно политические заключенные, безвинные, виноватые женщины. Как они рожали детей, которых отдавали в бараки, потом по приютам. Как выживали потом эти дети, как не дожидались своих матерей. И вот маска скорби, из одного глаза, вы знаете, вытекают человеческие лица. И вот эти детские масочки детей, рожденных в колонии, в лагере, и детей нерожденных. В церемонии возложения цветов и торжественном мероприятии приняли участие пострадавшие от политических репрессий и члены семей репрессированных, студенты учебных заведений и жители города Якутска, общественность и представители власти. В Якутске сегодня проживает 339 жертв политических репрессий. Якутск, как и вся наша республика Саха-Якутия, в годы репрессий было сослано много национальностей, скажем так, И на сегодня у нас в городе Якутске проживают и финны, ингермарландцы, которые были сосланы в Булунский район, на север нашей республики. Проживают корейцы, чечены, ингуши. Вот те национальности, которые были в свое время подвергнуты репрессиям, политическим репрессиям. И, конечно же, они очень, потомки этих граждан, они благодарны якутянам за то, что они оказали поддержку в трудное время, когда их переселили в наши суровые климатические условия. Выступающие отметили, что важно передать память от живых свидетелей событий подрастающему поколению, чтобы не допустить их повтора в истории. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ.